Новые следы жизни на Марсе, восстание поколения Z против отключения интернета и загадочное убийство американского политика Кирка. Об этом всем рассказываем в рубрике «Что творилось в мире за эту неделю?». Новые следы жизни появились на Марсе. В одном из кратеров марсоход нашел интересные органические соединения и минералы, такие как веконит и гриит. Они могут быть образованы при участии микроорганизмов. Пока что это не доказательство жизни, но один из самых многообещающих кандидатов на биосигнатуру. В Аргентине тает ледник Перито-Морено. Это был один из немногих самых теплоустойчивых ледников. После того, как на днях зафиксировали признаки необратимого спада, а именно снижение толщины льда до 8 метров в год, экологи забили тревогу. В США общественность шокирована убийством консервативного активиста Чарли Кирка. В него выстрелили во время публичного выступления. Жуткая запись убийства распространилась в социальных сетях. Подозреваемый задержан. А еще все обсуждают переименование Министерства обороны в Министерство войны. Изменения Трампа вызывают у общественности очень много вопросов о намерениях и символике. В Казахстане зарегистрировали случаи сибирской язвы. Эта особо опасная инфекция может передаваться человеку через контакт с зараженными животными или их продуктами. Ветеринарные службы начали осмотр и вакцинацию животных и разъяснительную работу с владельцами. Молодежь Непала организовала массовые протесты из-за запрета социальных сетей, кумовства и коррупции в стране. Требовали смену правительства. В результате премьер-министром стала Сушила Карки, первая женщина на этой должности. А в Европе запретили гель-лак. Евросоюз ввел запрет на продажу и использование маникюрных лаков, содержащих химическое вещество триметилбензоилдифенилфосфеноксид. Теперь женщины либо откажутся от маникюра, либо будут платить дороже за лаки с новым, более безопасным составом. В Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в протесте против массовой иммиграции, особенно нелегальной. Люди скандировали лозунги вроде «Отправьте их домой». Не обошлось без стычек с полицией. Ну и закончим хорошим. Огромный национальный парк открылся в Австралии для защиты коал. 176 тысяч гектаров лесных территорий в Новом Южном Уэльсе ранее предназначались для вырубки. Оказалось, что там обитают более 12 тысяч коал, 36 тысяч летающих белок и другие исчезающие виды. Решением властей теперь это будет парк с охраной и большим финансированием для дальнейшего развития. Там разрешают даже пешие прогулки и кемпинги. Только представьте, сидишь на траве, медитируешь, а на тебя с деревьев загадочно смотрят коалы. Как вам такая подборка новостей от репортерки EG? Подписывайтесь и ждите следующий выпуск.